Доброе утро на телеканале Якутия-24. Утро Якутии. Сегодня вместе с вами встречаем не только новый день, но и новый месяц. 1 ноября на календаре, день недели пятница. Ну, как мы все знаем, рабочая неделя на этой неделе удлиненная. Завтра тоже день рабочий, поэтому поздравлять с окончанием рабочей недели пока рано. Тем не менее, выходные уже близко, и это хорошо. По-настоящему семейно, уютно сегодня встречаем утро, как и каждое утро, что вы проводите вместе с телеканалом Якутия-24. И много всего интересного нас ожидает. Также не забывайте про наш телеграм-канал, в котором тоже много всего полезного в течение дня появляется. То, что не попало в эфир, и какие-то интересные моменты из наших выпусков тоже там присутствуют. Чтобы попасть туда, вам достаточно просто отсканировать QR-код, который на экране видите, и вы попадете в телеграм-канал, нажмете кнопку «Подписаться», и все у вас будет хорошо. Ну а по традиции начала программы посвящаем разговорам о погоде. Сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от минус 17 до минус 20 градусов. В заречной группе от 18 до 26 градусов мороза. В южных от минус 5 до минус 9. В Вилюйской группе от минус 13 до минус 18. В нижнеленских районах 24-27 градусов со знаком минус. В западных от минус 11 до минус 21. В Колымы-Индигирской группе улусов минус 4, минус 35. В Янских минус 34. На северо-западе минус 24, минус 29. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 19 градусов, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Штиль. Сегодня днем в столице республики ожидается слабый снег, ветер с северо-западный 1,5 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке минус 14, минус 16 градусов. А после выпуска новостей в нашей студии мы ожидаем эксперта по составлению родословной Надежду Пермикину. Поговорим о том, с чего начать изучение родословной и почему важно это делать. Потому если у вас есть какие-либо вопросы, можно будет задать их по нашему телефону или в телеграм-канале «Утро Якутии» под последним постом, или же позвоните в прямом эфире и присоединяйтесь к нашей беседе по номеру 42 14 39. Ну а прямо сейчас новости, после чего и начнется наша беседа с гостем. Доброе утро! Расскажем об актуальных событиях к этому часу. Республиканский волонтерский штаб «Мы вместе» продолжает оказывать помощь семьям военнослужащих в республике. Волонтеры центра по мере поступления заявок на номер телефона 122 кнопка 6 ежедневно оказывают помощь в бытовых вопросах семьям бойцов. Также продолжается работа общественного движения «Якутия с тобой», где оказывается гуманитарная помощь, сбор посылок, изготовление и отправка на фронт маскировочных сетей и блиндажных свеч. Штаб организации находится по адресу Бестужева-Марлинского, 5. Работает ежедневно с 9 утра до 19 часов. Сейчас продолжается республиканская акция «Теплая осень», где сейчас собираются теплые вещи для участников специальной военной операции. Сейчас штаб принимает в первую очередь, конечно же, одежду, вещи первой необходимости и лекарственные препараты. В Москве состоялась церемония награждения лидеров юбилейного 10-го чемпионата «Обилимпикс». Чемпионаты проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», обеспечивающего кадрами приоритетные отрасли экономики. За 10 лет количество конкурсантов увеличилось до 25 тысяч. Всего в соревнованиях приняли участие более 120 тысяч человек. В текущем сезоне к соревнованиям присоединились 8 стран. Трудоустройство участников сегодня составляет 93%. В движении вовлечено около 2500 отечественных предприятий. Работодатели активно набирают людей с ограниченными возможностями на работу в сферах обрабатывающей промышленности, торговли, образования, здравоохранения и соцобеспечения. По Якутии зафиксировано более 6000 случаев ОРВИ, что ниже показателей предыдущей недели на 11,8%. Среди циркулирующих в республике вирусов доминируют коронавирусы, вызывающие COVID-19. Продолжается иммунизация населения против гриппа. Наконец, 43-й недели привито 306 тысяч человек.
Вакцинация – самый эффективный метод защиты от заражения и тяжелого течения гриппа, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Оптимальное время для прививок – период с сентября по ноябрь. Центр «Мой бизнес» провел круглый стол «Фокус внимания. Бизнес. Креативный вектор развития». На мероприятии выступили эксперты, которые рассказали о мерах поддержки и о своем опыте ведения бизнеса, о креативном кластере, современных трендах и практических аспектах своей работы и поделились своими взглядами на дальнейшее развитие сферы. Сегодня у нас спикерами выступают представители креативного кластера труда «Квартал труда», а также их резиденты. Это известные предприниматели Алексей Павлов, основатель платформы «Пространство». Это известный модельер бренда «Иники» Изабелла Дардосова, которая недавно выступила в Шанхае и произвела большой фурор. Это основатель приложения, которым пользуется сейчас почти, можно сказать, вся республика, «Мост», Прокопий Филиппов. И также известный дизайнер, основатель арт-студии «Сулусчан». Стартовал первый республиканский слет для молодых педагогов специальных школ. В течение 2 дней участники будут обмениваться опытом в области обучения детей с различными нарушениями здоровья. Всего в работе слета задействовано 47 педагогов из различных образовательных коррекционных учреждений республики. В первый день участники посетили нетворкинг Ассоциации молодых педагогов Якутска, ознакомились с республиканской специальной школой-интернатом, а также провели проектную работу по командам. Мы проводим этот слет с целью, чтобы объединить вот это направление наших учителей, которые работают с детьми, с особыми детьми. И хотелось бы, как итог нашего слета, принять какое-то решение, резолюцию и, может, сделать какую-нибудь даже ассоциацию молодых педагогов именно системы коррекционного образования, так как у нас в республике пока такой ассоциации нет. Как мы говорили, будет разговор сегодня у нас о составлении родословной. У вас есть возможность будет задать свои вопросы в прямом эфире, позвонив по номеру нашей студии 42 14 39. Ну а в целом, да, в каждой семье есть захватывающие истории, жизненные факты, события, предания. И чтобы чувствовать себя уверенным в жизни, каждый человек должен знать свои корни. Это дом, семья, родное тепло, которое мы получаем в детстве. Кто вообще я такой, какими были мои родители, кто мои прабабушка, прадедушка. И вот как подступиться к созданию родословной, если нет соответствующего опыта выполнения довольно трудоемкого поиска. Секреты и тонкости генеалогических изысканий, о них мы поговорим с историком-краеведом, методистом по краеведению и школьным музеем Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», магистрантом 1-го курса филологического факультета Северо-Восточного федерального университета Надеждой Пермикиной. Надежда, доброе утро. Доброе утро. Вот. Тема действительно такая, она и достаточно сложная, потому что и обширная в том числе, но с чего стоит начать, с чего подступиться к созданию родословной, вот если человек вдруг захотел ее составить? Вот изучением и разработкой темы по составлению родословной я занимаюсь 13 лет. И относительно своих корней я добралась до 13-го поколения только по линии своего деда. В настоящее время занимаюсь проблемами родословной по линии бабушки. С чего начать? Самое простое, вы начинаете с дат, которые характерны для вашего близкого круга. Это прежде всего вы сами. Затем прописываете уже детей, которые у вас есть. И если вдруг у ваших родственники, братья, сестры, и по ним указываете, есть ли у них там дети. Далее вы идете как бы взад. Описываете, ищете даты жизни своих родителей. Узнаете, были ли у них братья, сестры, кто были супруги. И желательно эту информацию сделать в табличном варианте, чтобы потом компоновать так называемую поколенную роспись. И в таком случае, получается, первое поколение вы будете вы сами, а потом уже вы идете в обратном направлении, либо идете вверх по своим близким родственникам, которые рождаются после вас. Теперь, где искать сведения о ваших родственниках? Главное. Это самое сложное. И, конечно, самый такой первый простой способ – это пойти в Национальный архив, узнать сведения о ваших родственниках. У нас в Якутске находится 3 здания.
Вы идете в один из корпусов, который расположен на Дзержинского. Это будут там данные по вашим родственникам, которые были до революции. А если вы ищете информацию о родственниках, которые были в советского периода, то вы идете на Кирова. И поэтому, придя, например, на Кирова, вы не найдете данные про, например, вашего предка, который прибыл на территорию Якутии. Теперь, где еще можно найти достоверную информацию, о которых почему-то люди забывают? Прежде всего, это ЗАГС. Там вы узнаете, с кем сочетали свои узы ваши предки. Ну, имеется в виду тут советский период. Далее. Очень часто возникает вопрос по поводу военнослужащих. И в таком случае это вы обращаетесь в военкомат. Какие сведения там могут быть? Там могут быть не только точные даты рождения ваших родственников, там обязательно будет приписка о том, какое образование имел ваш родственник, далее, кем он работал, какая была должность. И поэтому вот эти все сведения вы тоже все фиксируете, и в дальнейшем вы можете выявить, какие профессии были характерны для вашего рода. Например, по материнской линии, по отцовской линии, и даже просмотреть параллельные ветви, потому что у каждого человека получается по 2 бабушки, по 2 дедушки. Итого 4 человека. Значит, вы можете в дальнейшем развить 4 поколения. Вот в таком случае вы сможете шаг за шагом найти информацию о своих родственниках. Ну и подниматься все выше и выше, соответственно. Да. Теперь, что касается Якутии. Кроме вот этих официальных документов, которые были в советское время, вы обращаетесь к документам, которые были до революции. И это у нас метрические записи, потому что до революции функции ЗАГСа выполняли священники. И там вы найдете не только даты рождения ваших родственников, но и, например, вероисповедание, кто был, какое хозяйство вели ваши родственники. То есть вот эти данные будут довольно-таки интересными, но могут быть там и свои сложности. Почему? Во-первых, записи могут быть написаны от руки, и будет очень сложно прочитать запись конкретного человека. Поэтому главным инструментом человека, изучающего родословную, это будет лупа, которая имеет хорошее, скажем, разрешение. Увеличение? Да, увеличение. Далее, были особенности правописания наших имен и фамилий. Например, если я читаю, что в таком-то году Елеферий Кириллов взыскивал долг со своего должника, то я уже сейчас четко знаю, что Елеферий Кириллов – это Елеферий Кириллович Рыбкин. То есть у ваших родственников не будет двойной фамилии – Елеферий Кириллов и Рыбкин, что в документах до революции это будет означать отдельно имя, отчество и фамилию. Ага. Ну вот говоря про работу с архивами, да, сложный нюанс, допустим, если есть понимание, что предки, да, они проживали там в другой части нашей страны, и вот мы с вами немножко перед эфиром об этом заговорили, что как все-таки поступать тем, чьи родственники, да, проживали в другой области, например, да, совершенно не близкой к Якутии, может быть. В таком случае вы делаете запрос в тот город, в котором вы предполагаете пребывание вашего родственника. И обычно люди стараются доехать до этого города и зайти в этот архив и начать поиски. Но желательно сделать таким образом. Вначале сделать запрос и узнать, есть ли сведения по вашим родственникам. Потому что вам выдадут огромные папки, и там могут быть и 200 страниц, и 100, и 15, но в них не окажется ни одного факта о пребывании вашего родственника либо сведений. Поэтому при архивном поиске вы всегда должны быть готовы к тому, что вы можете либо получить утвердительный ответ о том, что ваш родственник, например, с 1850 по 1860 годы находился, вот как вы сказали, в Новгороде, да, либо вам сразу скажут, нет, не было. В таком случае вы ищете в других городах, либо еще ищете в других документах, где можно найти эти данные. И только потом уже ехать в конкретный город
город, делать очередной запрос, что я нашел вот эти папки, дело номер такой-то, папка такая-то, и вам выдают документы, и вы начинаете их изучать. То есть дистанционно прям получить документы вряд ли возможно, но во всяком случае можно узнать, есть ли на Да. того или иного человека какая-то информация, и после этого Уже ехать туда. и заниматься. Но вот говоря про экономию времени, потому что если мы говорим про поездку уже в другой город, другую область, это, конечно же, накладно, да. Я так понимаю, существуют сегодня какие-то компании, которые предоставляют услуги, опять же, по помощи создания генеалогического древа. Имеет ли смысл к ним обращаться или нет? В принципе, да, потому что, во-первых, мы уже сказали о том, что есть проблемы, например, даже в прочтении некоторых слов. Например, определить, что это за должность была, вроде буквы знакомые, а вы напишите то пояснение, это вы совершенно неверно. И поэтому, находясь в Национальном архиве, мы иногда даже просим сотрудников прочитать конкретно какое-то слово. И если вы не обладаете временем, у вас нет такого навыка работы с письменными текстами, то желательно, можно заказать, но вы должны быть готовы к тому, что это обойдется в пределах 200 тысяч рублей. Недорогое, не дешевое. Да, не дешевое удовольствие. И, в принципе, в интернете есть данные, какие есть сайты, где можно заказать. Они прямо пишут, где они находятся. Предварительно вы делаете заявку, уточняете. И потому что вам же нужно найти данные про ваших родственников, то говорите, что нужно установить родословную по моей фамилии. Вот такой. Ага. Ну вот, если мы говорим про большие затраты средств, да, мне кажется, любой человек в каком-то смысле всегда хочет то, что он потратил, отбить обратно. Да? И вот в этой связи вопрос, как может измениться жизнь, да, вот, если вот знаешь свою родословную, если ты смог ее составить? Во-первых, вообще поиск составления родословной порой похож на детектив. Потому что вы никогда не знаете, какие вы сведения найдете, и что порой у нас, у родственников бывают такие переплетения в жизни, когда вы выясните, что у вас есть еще другие родственники, что у ваших родственников были какие-то связи дополнительные, либо количество детей у конкретного родственника было больше или, наоборот, меньше. Потому что относительно Якутии было характерно то, что в семью брали ребенка либо других родственников, либо ребенка, оставшегося без родителей. И он воспитывался в этой семье, и ему порой давали фамилию, особенно это в годы репрессий, чтобы на ребенка не упала тень его родителей, и он воспитывался под фамилией того, кто его воспитал. И поэтому мы, современники, должны уточнить, кто, где были кровные родственники, кто воспитанники, а кто, иногда же были повторные браки, кто был усыновленными детьми. То есть это всегда, но это всегда очень интересно, потому что можно выяснить, какие были профессии, чем они занимались, род деятельности, и это всегда очень интересно. То есть получается, как минимум, приключение какое-то человек может обеспечить, когда он начинает собирать свою родословную. Естественно. Надежда, спасибо вам большое за эту беседу. Интересно, что туда вы сегодня с собой принесли? Дело в том, что те, кто желают в печатном виде найти информацию о том, как составить родословную, я написала статью на журнал «Дополнительное образование Якутии». И если вбить фамилию Пермикина, составление родословной выйдет эти исходные данные, и вы сможете последовательно, здесь дана пошаговая инструкция, как составить родословную. Очень здорово, если как всегда хорошо, когда есть подробное руководство, что тебе нужно делать. Надежда, еще раз спасибо за эту беседу. Я думаю, она, во-первых, и про интересная, во-вторых, и полезная была, потому что вопрос сложный. Даже я, как мы говорили, задавался этим вопросом, как начать, и не понимал, что делать. Да, возможно, теперь у меня появились знания, я смогу завершить начатое, что называется. И, конечно же, удачи вам в дальнейшей работе. Желаю, чтобы у всех были счастливые семьи. Очень хорошее пожелание. А мы продолжаем. Врачи назвали опасную утреннюю привычку. Она есть у многих, а именно это привычка убирать кровать сразу после сна, которая опасна из-за скапливания ночного пота. Заправлять постель следует через 20-30 минут после пробуждения. Не стоит убирать постель сразу после пробуждения. Дело в том, что в течение суток мы выделяем пот, и ночь не является исключением. В результате утром, когда вы сразу после пробуждения заправляете кровать, влага остается на постельных принадлежностях. Непросохший пот, как правило, является благоприятной средой для болезнетворных микроорганизмов, а это может негативно отразиться на состоянии здоровья.
А вот хорошей утренней привычкой общепризнанно считается зарядка. Ее можно делать по-разному, а мы сегодня предлагаем вам выполнить ее в танцевальном стиле. Руки убираем на пояс, начинаем с движений головы. Из стороны в сторону то же самое. По кругу. В обратную сторону. Расслабились. Плечи вверх-вниз. Вниз бросаем с особой силой. Прижимаем плечи к полу. Руки складываем на плечи. Вращаем вперед. Интенсивно. Обратно. Отлично. Закончили. Ножки поставили на ширине плеч. Ручки в сторону. Делаем наклоны. По 2 раза в каждую сторону. Ручки обязательно возвращаем в исходное положение. Закончили. Вращаем вокруг себя таз. Разминаем тазобедренные суставы. Поменяли направление. Собрали ноги вместе. Ручки в стороны. Скручиваем бедра вокруг себя с максимальной скоростью, которую можем себе позволить. Одну ножку открываем в сторону. Продолжаем скручиваться. Переходим с одной ноги на другую. Отлично. Ножки на ширине плеч. Ручками в сторону потянулись. Тянемся. Нижнюю часть корпуса оставляем на месте. Колени прямые. Тянемся только за счет грудной клетки в каждую из сторон. Смещаем корпус с стороны в сторону. Собрали ножки. Делаем приседания, подъемы на полупальцы. Вниз, вверх. Отлично. Повращали стопу. Повращали другую. И желаю всем сегодня отличного дня. Ну а специалисты рекомендуют утренний прием пищи проводить уже после упражнений. Помимо прочего, это связано с тем, что саму зарядку рекомендуют делать на голодный желудок, так она благоприятнее скажется на вашей фигуре. Но так как зарядку мы уже сделали, то вот можно уже и приготовить завтрак. Накануне в нашем телеграм-канале мы публиковали анонс того, что будем готовить. Если вы приготовили все необходимые ингредиенты, то смело приступайте вместе с нами готовить утренний свой рацион. Доброе утро всем. Меня зовут Новгородов Евгений, я шеф-повар ресторана Kitchen. Сегодня мы с вами приготовим блюдо драники со сметаной и с ветчиной. Берем картофель, натираем его, лучше всего, наверное, на крупной терке. В общем, какой нюанс есть при приготовлении драников, чтобы они получались готовые, чтобы не нужно было прибегать к помощи микроволновки, либо печи, допустим, какой-то. Картофель нужно сначала хорошо промыть в холодной воде, смыть лишний крахмал, а затем ее нужно ошпарить в горячей воде, чтобы она у нас стала наполовину готовая. То есть картофель натертый мы сначала берем холодную воду, закладываем. Дальше через сито сливаем лишнюю жидкость. И то же самое делаем с горячей водой. То есть берем горячую воду,
Ошпариваем наш картофель. То есть так можно картофель оставить, ну, буквально на пару минут. Пока картофель ошпаривается, мы остальные ингредиенты подготовим все в миску. Нам нужно будет одно куриное яйцо. Немножко муки. Ну, будем замешивать, по необходимости добавим еще. Берем наш картофель, снова его процеживаем, убираем лишнюю жидкость. И вот здесь момент еще, картофель нужно немножко отжать, чтобы убрать лишнюю влагу. И добавляем сюда в миску. Солить сразу не рекомендуется, потому что если добавить соль к нашим ингредиентам, у нас появится лишняя жидкость, опять же, которая нам пока не нужна. Поэтому мы все добавляем и начинаем все это дело перемешивать. Соединять наши ингредиенты. И как только мы получим нужную нам консистенцию, мы добавим сюда соль. Все, и начинаем все это дело обжаривать на сковородке на большом количестве масла и на средней температуре. Чтобы это метод приготовления называется фри. Вот как картофель фри готовят во фритюрнице, вот тут примерно такой же процесс приготовления должен быть. Начинаем выкладывать на масло. После того, как мы обжарили наши драники, лучше всего их немножко промочить от лишнего масла. То есть можно взять салфетки, у меня это будет чистое полотенце вафельное. То есть выкладываем. Накрываем и даем полежать буквально секунд 20-30, чтобы лишнее масло все впиталось. Для подачи нам нужна будет ветчина. Можно взять любую другую колбасу, вареную, копченую, полукопченую. Я вот так подрежу, но это больше для декора. Вкладываем нашу ветчину. Хорошую ложку сметаны. Всем хорошего, продуктивного утра и приятного аппетита! Вот такой бы завтрак, да еще и с чашечкой чая или кофе, в зависимости от того, что вы предпочитаете. А вот если вы предпочитаете кофе, то с утра можно попытаться погадать на кофейной гуще, тем более, что сегодня отмечается день такого гадания. Считают, что именно 1 ноября является той датой, которая заряжена определенной магической энергией. Хотя предаваться оккультным манипуляциям никто не запрещает в любой другой день в году. И вот далее приведем небольшую инструкцию, как гадать на кофейной гуще. Прежде всего необходимо вылить и выпить из чашки весь кофе без остатка, но пить его нужно медленно. Затем следует накрыть чашку блюдцем и слегка встряхнув, перевернуть ее на блюдце вверх дном, подождать несколько минут, чтобы лишняя кофейная гуща стекла в блюдце и получившиеся на ней рисунки стали более четко выраженными. Ну а далее происходит толкование изображений, причем считают, что рисунки на чашке – это ваше будущее, а рисунки на блюдце – это прошлое. Ну а о других знаменательных датах сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 1 ноября.
Сегодня день судебного пристава в России, день гадания на кофейной гуще, а также Международный день вегана. По народному календарю Иванов день. С этого времени начинались настоящие морозы. Наблюдали за погодой. Если шел снег и было холодно, то и весну следовало ждать позднюю и холодную. Если случалась оттепель, следующая весна обещала быть теплой. Этот день в истории. В 1897 году основан итальянский футбольный клуб «Ювентус». В 1944 году завершилась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны. В 1990 году в Советском Союзе введен коммерческий курс рубля по отношению к иностранным валютам. В 1997 году начал вещание общероссийский государственный телеканал «Культура». В 1998 году в этот день создана Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации. В этот день родились Дмитрий Пожарский, русский военный и политический деятель, национальный герой России. Пьетро да Картона, итальянский живописец, архитектор. Павел Гоенкис, советский инженер, кораблестроитель, создатель торпедных катеров. Именины сегодня отмечают Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей и Феликс. А вместе с тем, с этого месяца вступят в силу изменения, которые облегчат жизнь некоторым россиянам. Они будут реже получать отказы в компенсации на оплату жилья и ЖКУ, а также перечислять меньшие комиссии банкам за переводы через систему быстрых платежей. Рассказываем о самом важном. Власти уточнили порядок отказа в предоставлении компенсации на оплату жилья и ЖКХ. Теперь при принятии такого решения будут использовать данные о наличии у человека, подтвержденные вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате таких услуг, образовавшейся не более чем за 3 последних года. При этом информацию будут брать из системы по состоянию на первое число месяца, в котором принимается такое решение. Ну а что касается бескомиссионных переводов, Центробанк России установил новые тарифы на переводы физических лиц через систему быстрых платежей. С сегодняшнего дня банки больше не смогут взимать комиссию за перечисление россиян через данную систему в пользу государства. Изменения касаются уплаты налогов и штрафов, а также оплаты государственных детских садов, кружков и секций. Также с указанной выше даты лимит бесплатных переводов, который составляет 100 тысяч рублей в месяц, начнет действовать в отношении операций с электронными кошельками. В пределах данной суммы через СБП можно будет бесплатно как совершать переводы другому физлицу, так и пополнять собственный электронный кошелек. И помимо этого, с 30 ноября ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» будет осуществляться автоматически. Для этого от указанных лиц потребуется предоставить согласие через портал госуслуг на использование указанные ими банковских реквизитов для получения выплаты. И сейчас выплата, чтобы понимали, назначается согласно заявлению донора. Несмотря на то, что текущая рабочая неделя 6-дневная, выходные в любом случае наступят, а значит, неплохо бы запланировать на них культурный отдых. Например, посещение музея. В рубрике «Музейный гид» сегодня узнаем еще об одном авторе, чьи работы представлены в Национальном художественном музее Якутии. Творчество Афанасия Николаевича Осипова еще при жизни мастера стало классикой искусства республики. Его живопись тесно связана с традициями русского реализма и советской школы. Большое уважение художник уделял именно классическому искусству, не отделяя для себя понятие ремесла от высокого искусства. Особенно значимо для понимания творчества художника его связь с родиной, с Якутией, ее природой, историей, жизнью и людьми. В Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия представлено одно из программных произведений автора «Триптих Седой Вилюй». Стоит сказать, что в искусстве СССР 1960-х годов характерным было обращение художников к триптиху, произведению, состоящему из 3 частей, композиционно и по смыслу составляющих единое целое. В поисках своего большого стиля Афанасий Осипов как раз и обращается к этой форме станковой картины.
Проектирование и строительство Вилюйской гидроэлектростанции неразрывно связано с открытием крупных алмазных месторождений в Якутии. В 1954 году была открыта первая кимберлитовая трубка «Зорница», а уже в 1955 году уникальная по своим запасам и качеству алмазов трубка «Мир». Конечно же, крупномасштабная разработка алмазных месторождений требовала большого количества электроэнергии, что в условиях большой удаленности от дорог и источников энергии могла обеспечить только гидроэнергетика. Строительство Вилюйской гидроэлектростанции было связано с большими сложностями. Конечно же, это абсолютно необжитая территория с удаленностью дорог, полным отсутствием жилья, производственной базы. Здесь, конечно же, нужно еще учитывать и суровый климат, температуры, доходящие до минус 65 градусов, вечная мерзлота. Да и многие вообще-то конструктивные решения при строительстве гидроэлектростанции отрабатывались впервые. Это триптих «Седой Вилюй», датируемый 1969 годом, Афанасий Осипов создал после своей непродолжительной поездки гидростроителем в поселок Чернышевский и является собой крупный вклад автора в разработку темы рабочего класса в искусстве Якутии. Обратите внимание, что боковые части триптиха пейзажные, седые, как стражи веков, скалы с писаницами древних художников представлены в левой части триптиха, которая называется «Прошлое. Древний мир». И светящаяся теплым весенним снегом строящаяся ГЭС представлена в правой части композиции под таким названием «Строительство Вилюйской ГЭС». В обрамлении же этих пейзажей со знаковыми приметами края представлена центральная часть под названием «Будет ГЭС», где крупным планом изображены в сизом морозным утром молодые строители в сопровождении старого твоежника, который выступает их проводником. Также в образах молодых ребят привлекает внимание их такой добрый, приветливый настрой и по-хозяйски уверенная осанка. Во всех трех частях триптиха чувствуется единое художественное и смысловое осмысление, что в некотором смысле позволило художнику как бы расширить временные и пространственные рамки выбранной темы. Недаром образное повествование автора о трудовых буднях молодых строителей плавно перетекает в размышления о дружбе народов, о родном крае, о преемственности поколений на пути от прошлого к будущему. Я приглашаю всех ценителей творчества Афанасия Николаевича Осипова и тех, кто еще с ним не знаком, посетить нашу постоянную экспозицию и увидеть это пронзительное произведение своими глазами. Ну а далее мы предлагаем вам ознакомиться со сводкой последних новостей. Я передаю слово своей коллеге Марфирине Алексеевой. Продолжим говорить об актуальных событиях этого утра. В рамках социального контракта в Министерстве труда и социальной защиты работает программа «Забота», направленная на предоставление мер поддержки военнослужащим, получившим ранения на специальной военной операции, а также их семьям. В случае получения ранения бойца и трудной жизненной ситуации семья может обратиться в органы соцзащиты за получением дополнительной помощи на первоочередные нужды, на приобретение лекарственных препаратов и прочие неотложные товары и услуги. Может быть предоставлена в размере от 1 до 4 величин прожиточного минимума. Кроме того, если есть необходимость выезда в госпиталь, то также семья может обратиться в орган социальной защиты и получить помощь при выезде в госпиталь в размере 2 прожиточных минимумов. И также необходимо отметить, что сами бойцы также получают дополнительную региональную поддержку в виде выплаты. Госуслуги предложили россиянам отказаться от почты Gmail.
Обладателям ящика Gmail предлагается указать в настройках аккаунта на госуслугах любой новый адрес. Портал предупреждает пользователей о том, что компания Google ограничила использование СМС-подтверждений для создания новых аккаунтов, и нет гарантии, что эта функция продолжит работать для уже созданных аккаунтов. Ранее пользователи из России сообщили, что начали испытывать затруднения при регистрации новых аккаунтов Google при указании номера с кодом +7. Появлялось сообщение, что использование такого номера невозможно. Республику в конкурсе наставничества президентской платформы «Россия – страна возможностей» представят 133 конкурсанта. Всего на официальном сайте зарегистрировалось около 25 тысяч человек из всех регионов России. Наставничество – это конкурс, ориентированный на выявление и поддержку лучших в стране наставников, а также на создание условий для масштабирования и тиражирования лучших практик. Стать участником могут все желающие в возрасте от 18 лет. Завершающий очный этап пройдет с 17 по 19 декабря этого года в формате фестиваля наставников. Участники получат возможность заявить о себе и о своей практике наставничества. В Якутии намерены трудоустроить половину граждан с инвалидностью трудоспособного возраста. Так в республике началась реализация проекта «Работающая Якутия. Инклюзия» по трудоустройству граждан с инвалидностью. В рамках него нацелены трудоустроить 50% якутян с ограниченными возможностями здоровья. Пути достижения этой цели обсудили в рамках заседания Совета по делам инвалидов при главе республики, которое провел вице-премьер Георгий Степанов. Он подчеркнул, что Якутия стремится к созданию инклюзивного общества, где каждый человек, независимо от физических возможностей, имеет равные права и доступ к труду. Сегодня в Якутии работает всего 30% трудоспособных людей с ограниченными возможностями здоровья. Жители села Сюльдюкар Мирнинского района жалуются на бездорожье. По словам сюльдюкарцев, единственная автомобильная дорога, связывающая с Большим Миром, эксплуатируется недропользователями, в результате чего автозимник «Светлый Сюльдюкар» находится в плачевном состоянии. На встрече с населением представители компании недропользователей заверяли, что для перевозки спецтехники будут использовать исключительно тралы. Однако по факту спецтехника, в том числе гусеничная, передвигается по автозимнику без перевозки. Напомним, что вопрос строительства круглогодичной дороги до села Сюльдюкар поднимается уже не первый год. Дорога Светлый-Сюльдюкар в настоящее время она используется как сезонный автозимник. То есть она действует у нас в период с ноября по апрель. Поскольку у нас еще на этом маршруте нет мостовых переходов, в этом году администрацией принято решение о выделении финансирования на актуализацию проектов на мостовые переходы. Там у нас две водные преграды, это речка Сюльдюкарка и ручей Кугуйдах. Поэтому в этом году мы начинаем проектировать, будем проводить инженерные изыскания. И уже по итогам, когда получим готовый проект, уже будем рассматривать вопросы финансирования. Со стороны недропользователей тоже есть понимание, то есть мы к ним тоже обратились, и они нам обещают помогать в этом направлении инертными материалами, отсыпкой и подготовкой. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире. Спасибо нашим коллегам. Но мы продолжаем. Второй сезон реалити-шоу «Городские девчата» на канале «Якутия-24» подходит к своему финалу. Уже 10 ноября мы узнаем имя победительницы. Позади захватывающий эксперимент, в котором 5 молодых девушек, не знающих прелестей жизни на селе, окунулись в деревенские будни и показали, на что они способны в непривычных для себя условиях. Как и в первом сезоне, героинями проекта стали 5 городских красавиц: Эмилия, Люция, Карина, Юлиана и Аина. Каждая из них имеет свои мечты, амбиции и представления о жизни. Но как они справляются с жизнью на ферме? Могут ли найти общий язык с местными обитателями и адаптироваться к новым условиям? Все это в проекте «Городские девчата». И сегодня двое участниц у нас в студии. Очаровательная Аина Федорова и Эмилия Румянцева. Доброе утро. Доброе утро. Собственно, финал уже скоро, да, на следующей неделе все решится, скажем так. Каковы эмоции перед вот этим, действительно важным таким моментом в вашей жизни точно? Конечно же, очень волнительно. Все, наверное, участницы в предвкушении этого дня, все готовятся. Так что всем участницам я желаю только удачи и всего вам наилучшего. Что касается вашего настроя? На самом деле мы
были шокированы. Совсем ожидали другой финал. То есть думали, что будет другая съемка, но оказалось, что нас еще и ждет испытание. Вот. Ну а вообще говоря про участие в проекте, да, то есть, ну, основную мысль я уже донес, да, что вы незнакомые с жизнью в сельской местности, да, окунулись в нее. Что самым сложным, где был переломный момент, наверное, в этом проекте для вас вот лично? Для меня лично тропа испытания было вообще морально тяжело. Есть же выражение «выжатый как лимон». И я вот на себе это прочувствовала. Это реально состояние, да? Да. Существует. А для меня, скорее всего, испытание с лошадью. Я была на эмоциях, там многие были на эмоциях. Вот. Но в тот момент я раскрылась полностью, я так считаю, с этого момента. То есть эти моменты стали таким, ну, можно ли сказать, каким-то катализатором, да, поворотным моментом именно к, не знаю, осознанию, что да, ты можешь преодолевать действительно сложные вещи в своей жизни. То есть или до этого было, понимаешь, что я, в принципе, могу с любыми сложностями справиться? Или все-таки именно проект на это повлиял? Скорее, нет, вообще в жизни я бы говорила, что я справилась бы со многими вещами, но когда там оказалась в этот момент, то испугалась, что, оказывается, не все можно сделать в этой жизни. Но я переборола свой страх, фобию, я увидела эту картину, и все. Не знаю, легче стало на душе, что, оказывается, я могу и многое. Еще раз убедилась в этом. Это ощущение силы, да. всегда хорошо, что ты можешь с непредсказуемыми вещами справляться. Вот в целом у вас 5 красавиц, да, было. Были ли до проекта вы все знакомы или познакомились только на проекте? Мы все познакомились на проекте. Нет, я нет. Да, точно. Я пригласила Люцию Игнатьеву. Вот она моя, скорее, подруга проектов, так скажем. Мы снимались во многих фильмах, вот, сериалах. Но я снималась, она, то есть я ее звала, и как бы, то есть я тот человек, который, наверное, хочет продвинуть ее. Вот. Ну а ваша дружба после проекта или в течение проекта не сломалась или наоборот стала крепче? Да, конечно, крепче. Мы прям обсуждаем. Она смотрит вообще проект. Я еще не смотрела до 4-го, только выпуска смотрела. Обязательно посмотрю до финала. Вот. И мы обсуждаем, конечно же, те моменты, которые оказываются вот так, как было. А в целом кто-то вот из участниц других для вас раскрылся во время проекта, то есть особенно говоря про, ладно, вы с подругой, да, фактически пришли, а вы, так понимаю, вот, ну, вот, к незнакомым людям попали. Кто-то раскрылся для вас с лучшей стороны, кто-то, может быть, наоборот, с худшей, может такое быть. Мне кажется, что каждая из нас раскрылась, потому что у многих произошла трансформация, все показывали свои эмоции. Так что я считаю, что каждая участница, да, раскрылась в этом проекте в лучшую сторону. Да, скорее по-своему. Если мы не знали до проектов, да, некоторых девочек, то я сейчас не могу сказать, что вот они были такими, сейчас они такие. На самом-то деле, реально, да, все прошли трансформацию, потому что до этого не делали ничего, не жили так, как сейчас живут, да. Вот, и времена идут. Сколько там мы продержались? Очень долгое время, как нам казалось. Вот. Что сподвигло вообще участие, принять в этом проекте? То есть какое-то желание испытаний в жизни, желание что-то новое попробовать или, ну, может быть, какие-то другие, потому что вариантов, причин, да, может быть, много. Участие в проекте на самом деле для меня было неожиданным, вызовом для себя, так скажем, потому что информация о том, что у нас проходит, оказывается, кастинг на данный проект, было очень неожиданно. Поступила от моей двоюродной сестры. И я как-то очень долго томила этот момент. Потом все же решила отправить заявку. И совсем тоже забыла. И потом захожу на электронную почту, и приходит ответ. Я такая: ой, неделя осталась, все, уже собирайте вещи. Я в панике, не понимаю. А так говорят еще, что не скажут, куда мы будем ехать, это все в секрете. И ты такой всю дорогу сидишь, уже как бы 5-й час пошел, и ты думаешь, а куда мы едем?
А потом уже все, 10 часов проехала, и мы вот попали в турбазу Люксигунь. Очень благодарны на самом деле Сидору Ионовичу за то, что он нас очень гостеприимно принял. Вот, все очень понравилось. На самом деле есть огромные перспективы. Это я даже когда в первом выпуске, когда показывали, да, я сказала, что есть огромные перспективы у этой турбазы, и до сих пор так считаю. И надеюсь, что через какое-то время да, посетитель станет гораздо больше. Ну а что побудило вас на этот проект опять же прийти? У меня скорее как судьбоносное, я бы так сказала, потому что я вообще в этой сфере, да, работаю уже 8-й год. Вот, и на 7-й год я решилась быть в кадре, а не за кадром. И ко мне приходит предложение моего отца. Он смотрит Якутия-24. Папа, привет! Вот, и отправляет мне заявку, то что типа иди, типа прими участие, вот так вот. Ну то есть я вообще не планировала, я не знала, что есть такой проект, честно. И посмотрела первый сезон, как это все, именно первый выпуск. Я такая, о боже, что нас ждет. Ну, знаете, я же дала себе вот какое-то слово, да, что я должна быть в кадре. Окей, попробую. Почему нет? Ну, вот я думаю, все получилось. Да, вообще прекрасно. А в целом, если говорить, да, про классическое ожидание, реальность, ожидали худшего или ожидали лучшего? Худшего. Ну, всегда говорят же, что нужно надеяться на худшее. Из этого у нас мы все... Скорее всего, из-за этого. Но мне девочки говорили, что первый сезон был таким, а что у нас станет? Мы думали, реально трэш там будет. То есть мы, когда приехали туда, в Люксигунь, вот, удивились, что есть там дом шикарный, вода, кровать. Вот. А до этого сказали, что они, оказывается, даже вообще в открытых пространствах спали, да, в заброшенном доме, как и оказалось. То есть это было, да, у нас прям Сидор Ионович прям очень классно нас приютил, так скажем. Ясно. Ну вот еще такой, да, вопрос. Ну, многие реалити-шоу, да, вот подобного рода, тематика, может, другая, как бы суть, концепция похожая, да, выходит в нескольких сезонах. Вот опять же «Городские девчата», это уже 2-й сезон. Если вдруг, да, там 3-й сезон будет создаваться, да, съемки 3-го сезона начнутся, есть где-то, может быть, в голове мысль, а я вот еще раз туда поеду. Потому что в некоторых реалити-шоу такие тоже были случаи, когда участницы там 1-го или 2-го сезона в последующих сезонах также появлялись и участвовали. Вот как ваши отношения? Или один раз попробовали и хватит? Я вчера вот дала интервью, скоро посмотрите. Тогда я сказала, что нет. Ну, не желаю туда еще оказаться. Поехать туда, да, мне неизвестное место. Вот. А сейчас мы обсуждали вот с Эмилией, ты бы поехала или нет. Я сейчас скажу, что да, если пригласят, давайте, почему нет? Уже ничего не страшно. Да, мы все умеем, все сделаем. Эмилия, я тоже так понимаю, что если пригласят, и в новый сезон вы тоже попадете с удовольствием. Да, конечно. С удовольствием. Опять же, да, все, что было страшно, уже преодолено, значит, уже ничего не страшно. Ну, Аина, Эмилия, спасибо вам за эту беседу, хорошего вам дня, отличного настроения. Спасибо. Благодарю. Ну, а мы, завершая наш эфир, проанонсируем мероприятия, посвященные Дню народного единства, который уже в следующий понедельник, 4 ноября, мы будем всей страной отмечать. Значит, начались они уже, эти мероприятия, в столице республики. Одно из значимых — это программа «Антифашистский форум», который пройдет 4-6 ноября в региональной столице. Сегодня, 1 ноября, артисты театра коренных малочисленных народов Севера представят спектакль «В чаще» режиссера Сергея Потапова. А в галерее национальных культур Дома дружбы народов имени Кулаковского представят выставку декоративно-прикладного искусства под знаком мира, дружбы и добра.
2 ноября на 6-м этаже общественного центра по улице Курашова, 24 запланировано праздничное мероприятие у самовара с выставкой национальных блюд, настольными играми народов, мастер-классами и концертом учащихся Высшей школы музыки. В 16:00 того же дня на площади Дома дружбы народов имени Кулаковского жители и гости столицы напишут большой этнографический диктант. Кроме того, 2 ноября в музеях, библиотеках и Якутии начнут традиционные всероссийские акции «Ночь искусства». В Национальном художественном музее республики эта акция пройдет 3 ноября со множеством увлекательных событий. Арт-медитациями, мастер-классами, арт-практикумами, показом мод и встречей со съемочной группой фильма «Триумф» Михаила Лукачевского. 4 ноября в 12 часов 00 жители и гостей столицы приглашают на торжественное открытие набережной имени Романа Дмитриева в праздничный день в общественных местах Якутска. Также волонтеры будут раздавать ленточки «Триколор». Национально-культурное объединение проведут акцию «Вместе к победе». Ну, вот такой эфир у нас сегодня получился, достаточно бодрый, достаточно интересный. Впереди еще завтра еще один рабочий день. К сожалению, мы завтра с вами вместе утром встречать не будем, но уже на следующей неделе, 5 ноября, вновь вернемся в эфир и будем вас заряжать на хороший день. До встречи, хороших праздников и выходных. Внимание, внимание! 7-я серия реалити-шоу «Городские девчата» уже на подходе. Первое испытание – рыбалка на спиннинг в живописном озере, окруженном песчаными дюнами. Во втором испытании наши героини научатся правильно чистить рыбу. Но не все справятся с этим заданием. А еще девчата пройдут тест на эрудицию. Это последняя серия на ферме Люксюгун. Впереди долгожданный финал.